Эмма ежедневно плакала одна в школьном туалете. Задиры называли ее слабой. Однажды она взглянула в зеркало и сказала: «Я заслуживаю большего». В тот день она решила отомстить. Не кулаками, а уверенностью, смелостью и трудолюбием. Спустя годы те же самые задиры звали ее на выпускную речь под названием «Вы не побеждаете, причиняя боль другим, вы побеждаете, исцеляя себя». Когда Эмма говорила о своей трансформации, слушатели были тронуты ее искренностью. Она делилась историями о своих испытаниях и том, как научилась любить себя. Ее смелость вдохновила многих в зале начать свой собственный путь к исцелению. После своей речи Эмма чувствовала себя сильной и уверенной. Поддержка ее друзей сделала этот момент еще более значимым. В тот день она поняла, что ее боль послужила источником силы и вдохновения как для нее самой, так и для других. Когда Эмма проходила по коридорам школы, ее уверенность была неоспорима. Бывшие задиры смотрели на нее с сожалением и недоумением. Теперь она использовала свою историю, чтобы помочь другим, обучая детей в местном центре и показывая, что исцеление возможно.